Всем привет, и друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте всем! Мы снова на участке. Это уже у нас старое бабье лето. Оно будет коротким, 2-3 дня. Маша, у нас были заморозки сильные, Георгины все померзли. Маша, привет и всем! Привет. И занесли букетик. Но через полчаса уже этот букетик пришлось выбросить. Короче, все, замерзли георгины наши, и Маша убирает. Погожий такой денек, и грех, конечно, не использовать этот день, чтобы поработать на участке. Вот. К сожалению, мои дела, что были запланированы в этот день, у меня не получается. Надо было сделать оградку для смородины черной, прохудилась. Ну, Алексей, который помощник мой, он сегодня занят. О, цветочек такой красивенький, да? Не выбрасывай его. Есть еще, которые не замерзшие, да? Цветочки такие. О. Остались немножко. На букетик будет давить. На букетик Маша соберет. Красивые. Ну, а что потом? Заморозок-то сильный был. Аж прям сильный-сильный. Вот. Позже еще покажу, там гладиолус у нас засел. Красиво цветет прям. А вот он почему не замерз, Маша? Бог его знает, да? Гладиолус же за домом, да. Ну там и... прикрывает все. Из-за этого и не замерз. У нас Умка здесь прогуливается. Я, наверное, сегодня, Умка, не поеду. Что-то поясница болит. И не хочу поехать в дальний поход. Не поеду уже. Здесь прогуливайся. Только далеко не уходи от дома, пожалуйста, а то тебе машины задавят. Вот. Айду пока сейчас не выпустили, потому что они будут драться. И сначала Умка, а потом Айда. Так что Маша убирает георгины. Надо посадить еще черноплодку и красную смородину. Вот. Пришли грядки с озона еще, вот эти металлические. Надо бы собрать, но как говорил, что вот мои по мужской части сегодня у меня нету помощника. Ну вот так, набрала букетик такой, что более-менее пригодные цветы. И все. Хотя бы день снова дома порадуют. Так-то георгины дома долго тоже не стоят, хоть даже и не замерзшие, да? Вот. Ну а с теплицы, наверное, в следующий год, вот такую ошибку мы небольшую сделали. Для георгинов хорошо, они здесь долго сохраняются, потому что защищает вот этот дом от северного ветра. Тут почти юго-восточная сторона такая, западную сторону защищает теплица, но для теплицы не очень хорошо, потому что, видишь, закрыли одну сторону практически полностью. Вот. Наверное, другое место Маша чуть-чуть посадить. Но они закрывают, а что? Почему? Я когда смотрел вот, днем, да, очень даже тень отдает, тень. Как? Смотрите, как закрыли, да. Вот, Маша, сейчас корни ты не согласна. Ой, корни ты не права сейчас. Как не закрывают? Вот почти весь торец теплицы закрыл. А это солнечный лучик, а это созревание томатов. А, сегодня день дошкольного работника. Маша не воспитательница, но она работала в детском садике очень-очень много лет. Она работала поваром. Кормила вкусной едой детишек наших. Поздравляю с дошкольным образованием воспитателей, работников дошкольного образования.
Желаю огромного терпения, крепкого здоровья, детей, чтобы любили, хорошие детишки, чтобы в садик приходили, побольше, чтобы детишек нарожали, работу, чтобы не кончалась. Вот. Ну и в душе праздника, веселья, счастья, здоровья, семейного благополучия. И всего хорошего вам, дорогие воспитатели. Вот такое поздравление от Марии Олеговны. Вот так. Трудная работа, конечно. С детьми очень трудно. Очень трудная Я сама работа. работала это нянечкой тоже. Очень тяжело с маленькими детьми, если когда еще очень много детишек в группах, там по 25, это в А вот городе. ты, оказывается, Собирали. еще нянечкой подрабатывала, да? И работала, или Нянечкой замещала? работала, и поваром. И... Ну, поваром ты очень много лет работала, а У няне... нас разнорабочие. Раньше вот куда поставили, там и поработаешь А? нянечкой, там на прачке, белье стирать, короче. Ну, короче, всякая работа Маше не чужда. Ой, сегодня ветер такой сильный. Скорее всего, наверное, звук тоже не очень будет хороший. Вот. Ой, смотрите. Ну, это всегда так, потому что, видите, листья еще как много. Пару дней будет такой сильный ветер, и этих листьев совсем не будет. А в этом году что-то вот черемуха не спешит вот желтеть. Она вся зеленая еще. Значит, очень длинная будет. Ну, наверное. Ладно, я занесу эти цветы, вазу поставлю, а то оно у меня увянет. А здесь второй фронт, так сказать. Мария там на грядке. А здесь второй фронт. Раиса Ивановна, как всегда, с города приехала. Вот тут остатки дров с весны, помните? И вот она перетаскивает там, ну, складывает небольшие поленцы. Саму в дровяник не влезает эти дрова, и она находит место, куда можно сложить, и все под крышу, все под крышу. Вот. Занимается этим делом. Все занимаются, друзья, короче. Привет там некоторым комментаторам. Давайте, Раиса Ивановна. Да. Большой-большой привет. Привет. Городским, особенно сыктывкарским, которые живут на дачах. Привет большой комментаторам. Вот. Вот такие дела. Сегодня прекрасный день, и, как уже говорил, надо использовать. Умку бы научить таскать эти дрова, вообще бы классно было. Сейчас вот потом съедем и разгрузим. Трактор едет, да. Очень много шагов. Скульптура! Залог здоровья. Не влезаю. Скамейку ложу у дяди Виталия, который когда-то делал. Далеко. Удобную. Далеко, да не слышно. Вот, говорит, уже не достаю. Высоко, говорит, и вот скамейки, которые делал еще брат вот Виталий. Привет, Виталию. Так. И вот сюда складывает, видите, тут небольшая такая крыша навес. Там уже вот заполнила. Там старые дрова было и вот эти новые. Чтобы к зиме они уже под крышей были. За лето они высохли там на воздухе. Ну, что не влезет, потом остальное ранней осенью мы быстренько будем использовать. Вот. Вот ни разу еще не была в Парме. Не знаю, когда туда поеду я. Тайгу хочешь? Тайгу! Но ничего не делай, просто Вот дышать. ни разу, говорит, еще не было. За столько лет не было в Парме? Нет. Ни разу не было. Но Андрей здесь, Андрею сегодня надо было и поехать. Племянник мой поднялся на избушку дяди Вани. А вот Раиса Ивановна, говорит, тоже ни разу, говорит, не была. Это в тайге у нас избушка семейная. Родовая, так сказать, избушка. И она, говорит, ни разу не была. А я не знал, что ты ни разу не была в Парме Киркада.
Так. Что мы сделаем? Нет, не сделаем. Не знаю, сегодня Маша куда-то спешит, да. А, спешит. Да. Сегодня день дошкольного работника. Ее пригласили на вторую работу. Вот. И она туда спешит. Ну вот. Второй фронт работы такой. Дрова. Айда тут нервничает. Но она вообще не умеет сумкой вместе гулять. Сразу начинает драться, и инициатор она. Умка она такая добренькая, а это сразу набрасывается как фурия. Сразу скал, сразу кусать, сразу дерется. Вот. И по очереди придется выгуливать. Когда далеко еду, конечно же, мне тяжело туда-сюда. Сначала одного, потом вторую, одну, потом вторую. А здесь дома-то что? Сначала Умка погуляет, потом Айда погуляет немножко. Вот такие прогулки для них будут по очередности. Кто-то спрашивал у меня, почему, говорит, так близко дома стоят у соседей. Это вот мой родительский дом справа. А вот зеленый это мой дом. Так. А участок один, друзья. Участок один. А ты пить хочешь? Давай налью тебе. Вернулся к Маше, она тут уже выкапывает наши георгины, чтобы высушить. Она их выкапывает, потом высушивает и потом в подвал. А долго сушить надо, да? Да, мы кушаем. Целый день на солнышко и с ветром, да? Жуки целый день. А рано-то я почти не повидел. И потом вот на пленочку и на солнышко. Моя муж. Да, я видел шмеля, не убивай его, ты что? Я мурала. Где он? Он был в кустах. Где покажи, я не вижу. Пальчиком покажи. А, во-во. Я увидел его сразу. Он уже, наверное, в спячку лег в кустах Георгина. Потом Георгину убрали. И вот он ищет, куда заново спрятаться. Такой полусонный. Полусонный. Отнеси куда-нибудь это самое под кустик. Не, ты в перчатках, да? Да. Отнеси куда-нибудь это самое. О, сам улетел. Еще сил хватило улететь. Ну все, вон там напротив дороги лесок есть, и он туда добрался. Прикинь, нагрелся на солнышко и сил хватило улететь. Я вот этих букашек постоянно жалею. Весной, например, проснется там одна там какая-нибудь бабочка там или еще что, а везде еще снег лежит иногда. Мне так жалко, с сахарком дома иногда подкармливаешь его, вот ее, эту бабочку. А? А это второй? Это второй. Он же улетел, я же видел, как он улетел. Это второй уже? Тут, наверное, гнездо было. Ну, а туда кустик закинь. Это второй уже, этот-то улетел, я следил, да. Привет. Привет скажи. Зрители, привет. Я вас обожаю, тебя тоже обожают. Набегалась уже, да? Набегалась, у него товарищ пришел, да, ведь? Маша, ты видел у нее товарища? Товарищ уже убежал. Убежал уже, надоело. Соседский кобель такой, с ним иногда бесится.
Раиса она спрашивала, знаешь что, Маша, когда, говорит, чомор будем праздновать, урожайных дел? Я говорю, Маша сегодня спешит, ее пригласили на это самое, на старую работу. Сегодня, говорит, не можем. Или можешь? Сегодня не, никогда. Ну, Мария там закончила с георгинами. И у нас тут саженцы есть, черноплодки, рябины и красной смородины. Старый куст мы ликвидировали, потому что он состарился уже вообще. И посадим мы здесь черноплодную рябину. Вон Раиса она пришла на помощь. У нас саженец вот здесь. Черноплодка такая, не знаю. Ну, укроем, наверное, на зиму, да, ведь? Он маленький еще, да. О, какие там корневища еще есть. Чтобы не замерзнуть, потом укроем сеном. Ветер такой, солнечная погода, ветер такой противный. Так, перегной. Компостной ямы такой перегнойчик. Лет, наверное, 5 или 6 уже там. Хороший перегнойчик. Еще с навозом там это все. Мы хитрости не знаем этих посадков. Всегда так раньше сажаем. Витаминчики кладем. Ямочка, витаминчики и саженец. Еще никаких хитростей. Ну, единственное, вот сейчас Маша добавляет, это, ну, какой-то... Мочевина. Мочевина, говорит, какое-то удобрение. Вот. Немножко. Для деревьев, для плодовых кустарников. Написано там на коробке. Вот. А как таких вот, чтобы советы давать кому-то, мы никому не даем советы. Сами что делаем, получится, на ошибках учимся. На своих ошибках учимся. Конечно. Здесь тайна, вон кусты растут. Ну да, вишня. Вишня, вот думали же, что она засохла. Смотрите, листья как будто весна вышли. Смородина тоже сама же сажала. Нигде не смотрела, как сажать. Черную имеешь в виду, да? Да, вообще хоть что сажаю сама, как умею, так и сажаю. Нигде не смотрю, как что класть. Но главное, вон растут кусты. Да. Черноплодка, или по-другому арония, как называются они. Вот такой саженец. Господи, благослови ten, давай, Маша. Расти и давай плоды нам на угощение. У нас еще второй куст, уже не арония, а вот красная смородина. Обычная красная смородина. Сказали, что голландская, не знаю потом какая будет. Умку загнали в вольер. Пора Айду выпускать на волю, пускай побегает тоже. Все. Побежала наша Айда, тоже как и Умка. Все. Сейчас обязательно крикнет что-нибудь там. Айда! Айда! Умка там, ничего, дружить не можете. А чё ты по кусочкам бегаешь, а? Чё ты землянику топчешь? Ну, Маша уже заканчивает.
рябинку нашу сажать. Черноплодку. Пускай Айда прогуляется. Маша, у Айды что живот большой, не знаешь? А женихов-то не было ведь? Не было женихов. Если бы были женихи, то ты бы там увидела там целая стая, когда женихуется она. Растолстела. Я ей тоже сказал, что растолстела она. Ну и второй кустик, друзья, тоже наша сажает. Это у нас смородина. Сказали, что сорт голландской. Я не знаю, насколько это правда, но нам сказали, и мы сажаем. Посмотрим. Тоже здесь на этом участке и посадим. Вон там рябинка наша. Черноплодка. И здесь рядом кустик будет смородины красной. Видите? Но колок ты сетешь? Айда! Понцот, концот, кошалас не юдалась. Ну-ка давай сюда, это у соседей кобель. Ух ты! Айда! Заходи домой. Давай, сюда. Бродяга. Не ходи ты в чужой двор. Айда. Колор здесь чистый уже, водичка чистая, водичка вкусная. Так, корна, высань. Да. Бандиты вокруг меня крутятся. Ой, ветер такой. Неприятный, холодный, наверное. Или снег, или дождь, пушка, да? Дождь, скорее всего. Вот как и только. Правильно, иди собирай. Молодец. Вот такой саженец смородины, тоже небольшой такой. Старый куст у нас был дикий, мы его с лесу приносили, он здесь рос, ну вот, наверное, лет 40, наверное. Кустика был. Обновляли, там срубаешь, потом он снова вырастает. Корневище одно и то же было. А это мы купили саженцы сытукары. Есть, правда, здесь у местных тоже, что-то мы не стали уже. И спросил у одного, ну, сказали, что не черенкуем, не делаем эти саженцы, не черенкуем. И я потом думаю, что. Взял-то, позвонил там, в сытукар там. В интернете нашел телефон. Дают вот. Очень сильный ветер, Маша. Вообще даже прям вот. Но это ветер, листья, чтобы выпали, попали. Это всегда так очень
есть такой период, когда надо, чтобы листья упали. И вот природа как-то вот все умно регулирует. Ну, как-то так потом все, наверное. Ну, а вот Маша далеко, и я повторю, говорит, как-то так. Все вроде бы Все, да, Маша. посадили, Все хорошо. пусть растет. Пусть растет, Господи благословит, дает плоды. Желе из смородины прекрасное получается. Да и просто так ягодами тоже покушать любым. Потом еще зимой на зиму укрою сухой травой. Вот эти кусты вишни тоже нужно укрыть. И эти саженцы тоже Вот. укрою. Обязательно. Вишня там пока маленькая. Все равно корневище укроем. Гуляка. Шла ко мне, да? Я сегодня не пойду, айда, никуда далеко гулять. Дома, возле дома буду. Ну, настало время, друзья, убрать нашу несозревшую кукурузу. Ну, время уже заморозков. Петрушка еще. Петрушку немножко, Маша, надо заморозить и высушить еще. Вон Маша кушает кукурузу, которая там несколько штук там созрела, что ли. Зрелая, сладкая такая, вкусная. Ну, созрела немножко там. Ну, в этом году нету кукурузы. Короче говоря, вот какой кошмар творится с кукурузой. А сладкая такая. Ну да, я один кусочек тоже попробую. Но она же, Юмо? ну, сладкая, но надо же варить. Но, короче, в этом году кукурузы нету, друзья. Может быть, причина, не знаю, не уверен, конечно, и не знаю даже, и может быть даже и не так. Мы посоветовали убрать верхушку кукурузы. Мы убрали. Потом все. Вон смотри, початок-то он желтый. Вот смотри, сейчас. Да. Он созретый, наверное, Маша. Покажи, ну-ка. Он точно созретый? Ну-ка, дай-ка. Есть зерна, можно покушать. А в основном, наверное, нету. Вот. Если среди таких кустов найдется там початка 3, и то уже как бы будем довольны. Угостимся. Не с ним тоже есть, да? Ну, значит, хорошо. Но в этом году очень плохой урожай кукурузы. С левой стороны это початки с желтыми, которые созревшими. Есть там созревшие эти зерна. А вот справа совсем белые зерна, только чисто белые, да, не созревшие. Домой занесем, интересно, созреют или нет, как помидоры. Нет, скорее всего, но Маша убирает остальные все кусты. И вот такая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 початков, что ли. И тут, вот Маша еще одного принесла. 5, которые не созревшие. Умка смотрит на Айду, высунувшись из будки. Ну, потому что драки я не хочу, они там дерутся сильно. В прошлый раз аж горло перекусила Айда у Умки. А Умка нос ей прокусила. Все в крови, дерутся. Не хочу, чтобы они. Одна погуляла, вторая погуляет. Да, Айда? Улыбается. Улыбака. Да? Айда, улыбака. Не прыгай ко мне на коляску. Улыбается. Она умеет улыбаться, да? Айда, ты умеешь улыбаться? Вот такая гора снова у нас отходов с урожая. А здесь Раиса Ивановна доканчивает вот этот рядок такой.
затаскивает дрова. Эти два ряда, наверное, останутся, потом будем уже топить сразу с этих рядов. Вот такие деревенские заметки, друзья. А здесь еще, несмотря на морозы, цветет гладиолус. Сюда, не знаю, не попал, что ли, такой. Но он стоит, здесь он растет в горшочке и на как бы юго-восточной стороне. И дом защищает от холодного ветра. Вот все, он цветет еще. Ну, петуньи уже там, конечно, это выцвели. Но тоже еще, видишь, не замерзшие. Заморозок не коснулся вот этого участка. Гладиолус она всегда поздно расцветает, но красиво цветет. Мне очень нравятся вот эти цветы. Очень прям красный такой. Вот. А потом все уже убрано, считайте. Ну вот, я решил немножко в кадре показаться, чтобы лицо мое не забыли тоже. Вот. Давно уже как бы в кадре тоже не появляюсь. Что-то болею, и все пишут, что немножко похудел. Не немножко похудел так нормально уже похудел. Болезнь все-таки дает знать. Ой, ветер такой, даже разговаривать невозможно. Ну, одно и то же снимать уже целый день потом не буду. Мария занимается своими делами. Раиса Ивановна тоже там занимается. Дровами пока еще не закончила. Вот. Я потом уже сегодня на прогулку не поехал с собаками. Видите, по двору прогулялись они. Благо двор большой. Ну и они за пределы двора. У нас же забора как таковых, вот глухих заборов нету. Они ходят, гуляют. Вот, только чтобы следить, чтобы их не задавили, и соседям, чтобы не испортили там ничего там. Короче, друзья, у нас осень, все уже прибрано. Вот последние убрали кукурузу, посадили саженцы, рябины черноплодной и смородину. Вот такой день. Дальше уже сегодня снимать не буду и захожу домой. Зайду домой, обработаю это видео и постараюсь выложить вам на просмотр. Ну, такие наши деревенские заметки. Пока так. Вот. Как пойдет готовка, это уже ближе, когда снег пойдет, тогда пойдет готовка. Больше готовка. Зимой больше все-таки показываем готовку. Вот такие периоды у нас. Летом обычно больше огородные дела, участки, прогулки мои. А зимой уже больше как снимаю, как Маша готовит. Потому что мои прогулки зимой, последние зимы, что-то тоже все реже и реже. Потому что холодно. Потому что я, наверное, старею. Лет 5 назад с удовольствием гулял зимой и 20 градусов, и даже 25 гулял нормально. Бывали и по 30 градусов я выходил и прогуливался на коляске. А сейчас, и даже, главное, друзья, не тянет. Вот, не тянет на эти прогулки зимой. Ну, выйдешь там, прогуляешься раз хотя бы в неделю. И все. Мне потом хватает этого. Не хочется. А знаете почему? Потому что надо тоже. У меня одеваться — это целая история. Дольше одеваешься иногда, чем прогуливаешься, когда сильный мороз. Сейчас-то что, накинул курточку. И главное, вот солнышко, да, я говорю. И все равно курточку надо одевать, потому что ветер очень противный такой, прохладный. Сейчас легче, да, курточку одел, накинул и прощай молодость такая. Обувь. Тепло, уютно, как говорится. Ну что, заканчиваем наши эти деревенские заметки. И до новых встреч на нашем канале. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут добрые. Вот. А мы постараемся эти заметки и продолжить дальше для вас. До встречи, друзья.